Повышение качества и доступности медицинской помощи – таков основной принцип организации лечебного процесса в Алданской центральной районной больнице. Выполнению этой задачи способствует ряд факторов, в том числе совершенствование материально-технической базы. Алданская ЦРБ участвует в ряде государственных программ, как федеральных, так и региональных. В рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями новейшим оборудованием сегодня оснащено первичное сосудистое отделение. Во многом благодаря качественной медицинской помощи в районе наблюдается снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых патологий. На компьютерную томографию направлен пациент, у которого диагностировано сотрясение мозга. Обследование позволит исключить как повреждение костей черепа, так и патологии сосудов. Компьютерный томограф с расширенными функциональными возможностями Алданская центральная районная больница получила в декабре 2022 года. Мы можем проводить исследования с контрастированием, то есть либо сосуды прокрашивать, ангиографии проводить, ну и помогает очень при дифференциальной диагностике. Точная и глубокая диагностика позволяет своевременно обнаружить опасность и принять меры. Наряду с компьютерным томографом по программе борьбы с сердечно-сосудистыми патологиями в первичное сосудистое отделение Алданской ЦРБ поступил УЗИ-аппарат экспертного класса, а также реанимационное оборудование, благодаря чему возможности в лечении инфарктов и инсультов существенно расширились. Получили компьютерный томограф, аппарат УЗИ экспертного класса, 2 аппарата ИВЛ, реабилитационное оборудование. После реанимационных мероприятий пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, назначается комплекс процедур, направленный на восстановление функций. Наряду с диагностической и реанимационной аппаратурой первичное сосудистое отделение оснащено реабилитационным оборудованием. Его использование позволяет продлить больному жизнь и улучшить ее качество. Благодаря трудам наших специалистов на современном новом оборудовании, то есть нам удалось снизить смертность в 2023 году от инфарктов миокарда на 50% и на 10% от заболеваний острого нарушения мозгового кровообращения за аналогичный период 2022 года. Значительная часть современного оборудования в Алданскую ЦРБ поступает по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Стационары и амбулаторные учреждения получают высокотехнологичную реанимационную, лечебную и диагностическую аппаратуру, благодаря чему возможности оказания помощи расширяются. Так, 2 года назад была переоснащена служба лучевой диагностики. Сделаем вдох, не дышим. Дышим. По программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена в Алданской ЦРБ идет капитальный ремонт. В 2021 году были проведены работы в отделении реанимации, затем эстафету принял приемный покой. В 2022 прошла реконструкция 3-го этажа основного корпуса, на котором располагаются терапия, неврология и первичное сосудистое отделение. Также были отремонтированы лестничные пролеты, заменена кровля и система вентиляции. Масштабные работы завершились в акушерском корпусе, включающем педиатрическую службу. За 2 года полностью преобразилась детская поликлиника Алдана. Вы знаете, это, конечно, сказка. Ремонт прекрасный, все сделано качественно. Вообще все практически учтено, что мы просили. Красивые рисунки. Вообще очень тепло на этаже стало. Когда ремонт был, мы работали на 1-м этаже, было организовано нормально, все хорошо. Поэтому мы неуютности не чувствовали. Летом 2023-го ремонт начался в отделении хирургии. В результате капитальных работ был реконструирован и приведен в соответствие с санитарными нормами оперблок. Теперь плановая помощь пациентам оказывается в этой операционной. Экстренные вмешательства осуществляются в соседнем помещении. Хирургические возможности оказания оперативной помощи расширились. Операционный блок был перепроектирован, согласован с Россотроспотребнадзором. И, в общем-то, произошло расширение у нас плановой операционной. Работа стала удобнее, конечно, потому что разъединение идет, больные у нас не соприкасаются
которые с септическим заболеванием, экстренно больные, с плановыми больными. Порядка 450 операций в год. Таково среднее количество вмешательств, проводимых на базе отделения хирургии Алданской ЦРБ. Служба вернулась в отремонтированное помещение в декабре, и вскоре в операционных были проведены первые операции. План операции первой была, в общем-то, травматологическая операция вообще, этой плановой операционной. А весная операционная была хирургическая, это был острый калькулезный холецистит. Ремонт в отделении хирургии продолжался 4 месяца. Наряду с переоборудованием оперблока капитальная отделка была проведена во всех помещениях отделения. Плановый объем включил ремонт полов и потолков, замену дверей и окон, а также электромонтажные и косметические работы. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена» выполнен ремонт в Алданской ЦРБ в хирургическом отделении в главном корпусе. В рамках ремонта произведена замена отопительной системы, канализационной, замена окон. В результате проведенного ремонта условия для пациентов стали более комфортными. Жительница Астрахани Мария Чехранова приехала в Алдан в гости. В больницу попала экстренно. Качество оказания помощи и условия пребывания Мария называет достойными. Здесь очень чисто, тепло. Во-первых, светлые окна, большие окна, просторные окна. И сам санузел, и процедурное, операционное, все сделано все как должно быть. Ремонт в Алданской ЦРБ продолжится. В этом году работы запланированы в отделении травматологии. По программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена также идет строительство объектов. К числу масштабных достижений минувшего года относится открытие 2 новых врачебных амбулаторий. Современный модульный комплекс в поселке Ленинском был пущен в эксплуатацию на исходе февраля 2023-го. Это благодаря, опять же, поддержке главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева и правительству республики. Данное мероприятие на самом деле было очень долгожданным для населения поселка Ленинский. Врачебную амбулаторию мы ждали несколько лет. И, наконец-то, мы эту амбулаторию возвели в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Выражаем огромную благодарность Министерству здравоохранения в содействии постройки врачебной амбулатории, правительству Республики Саха-Якутия. Строительство амбулатории шло высокими темпами, а к наведению порядка присоединился коллектив Алданской ЦРБ. На помощь пришли и студенты-волонтеры, будущие медработники. За 2 месяца поднять эту амбулаторию, это тоже надо смочь. Вот. И волонтерам медучилища, они нам помогали здесь как могли, и носили, и мыли, все это. Вот. Ну и нашему коллективу спасибо девчатам. Сегодня в Ленинском проживают более 1500 человек. Весь комплекс поликлинических услуг взрослые и дети получают в амбулатории, которая с 90-х годов находилась в здании бывшей больницы. В советское время в деревянном строении, возведенном методом народной стройки, располагался стационар. Современное теплое и уютное помещение стало отличным подарком и медработникам, и пациентам. Конечно же, население поселка Ленинский теперь будут посещать врача и детского, и взрослого. Но, может быть, у нас в будущем все-таки появится врач общей практики в очень комфортных, удобных и теплых условиях. На пороге осени 2023-го новоселье отметил коллектив амбулатории села Хатыстыр Белецкого и Венкийского национального наслега. Как и в Ленинском, в модульном здании предусмотрены все необходимые помещения – процедурный, прививочный, терапевтический и детский кабинеты, палата дневного стационара, а также бытовые и служебные комнаты. Здесь же разместился аптечный пункт. Я работала врачом с 80-го года по 2022 год. Конечно, я поздравляю сегодня моих бывших коллег от имени, не только от своего имени, но и от имени всех ветеранов участковой больницы. В селе Хатыстыр проживают порядка 1700 человек. Медработники обслуживают как жителей села, так и членов оленеводческо-охотпромысловых родовых общин. Ранее врачебное учреждение базировалось в длинном строении с богатой историей. Изначально в его стенах была школа, затем интернат, после помещения стало семейным общежитием. Для хатыстырцев новая амбулатория стала долгожданной. Я четко понимаю, что те усилия, которые прилагаются непосредственно
органами власти республики по поручению главы республики Саха-Якутия они направлены для людей. И я думаю, что важную, главную оценку дают прежде всего люди. Сегодня я успела здесь, в Билете, пообщаться с людьми, и, соответственно, все довольны. Новые амбулатории, теперь располагающиеся в комфортных теплых зданиях, оснащены современным оборудованием и функциональной мебелью. Ранее, в 2019 году, по республиканской программе «100 ФАПов Якутии» новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Якакит, а спустя 1,5 года подобный модульный комплекс был возведен в отдаленном поселке Угаян. По словам руководства Алданской ЦРБ, больница продолжит участвовать в государственных программах, и в будущем новые ФАПы и амбулатории будут построены в других населенных пунктах. В рамках программы модернизации учреждений здравоохранения продолжается интенсивное обновление автопарка Алданской ЦРБ. Машины старого образца заменяются комфортными автомобилями с высокой проходимостью. Вместо УАЗиков медицинские учреждения получают новые реанимобили. С 2022 года начал работу передвижной мобильный комплекс на базе автомобиля КАМАЗ, который позволяет проводить обследование жителей самых отдаленных уголков района. Машины для оказания неотложной помощи поступают в амбулаторные службы. Эти УАЗики прибыли из Якутска в Алдан в январе. В рамках этой программы мы уже получили 10 автомобилей. 13 января мы получили еще 2 автомобиля. Они направлены на обеспечение прежде всего сельской местности. И мы получили машину прежде всего, это для самого отдаленного нашего села, это село Кутана. И еще одна машина у нас идет на врачебную амбулаторию поселка Лебединый. Организация рабочего процесса в медицине без транспорта сегодня невозможна. Кроме того, в огромном количестве случаев оперативные действия медработников имеют решающее значение для жизни и здоровья пациента. Вновь поступившие автомобили предназначены для оказания неотложной помощи. Прежде всего, эти машины предназначены для перевозки лекарственных препаратов, оказания медицинской помощи паллиативным пациентам, для перевозки самих пациентов, для перевозки пациентов между поселками, между врачебной амбулаторией и фельдшерско-акушерскими пунктами. Машины прошли техосмотр и регистрацию в ГИБДД. Перед передачей транспортных средств врачебным амбулаториям Кутаны и Лебединого автомобили были утеплены. А в первом рейсе из Якутска в Алдан УАЗики показали себя отлично. После пробега 600 километров показали себя достаточно хорошо. Водители, которые осуществляли перегон, остались довольны. В машинах более или менее тепло при условии, что было на улице за 40 мороза. Поэтому все нормально. Думаю, дальнейшая эксплуатация будет такая же. В 1923 году на Золотоносном ручье Незаметном появился маленький прииск. Тогда же был открыт и первый здравпункт. Таким образом, на страже здоровья и благополучия населения районное здравоохранение стоит вот уже 100 лет. Сегодня Алданская ЦРБ, являясь больницей 2-го уровня, в которой проводятся все виды диагностики и лечения, уверенно держит курс на развитие.